Жалпы өткен жылы Бәйтерек холдингі экономиканың шикізат емес салаларындағы кәсіпорындарға 1 триллион теңгеден астам сомаға қолдау көрсетті. Қаржылық қолдау көлемі өткен жылмен салыстырғанда 21% ұлғайды. Стратегиялық бағыттар бойынша нақты нәтижелерге тоқталайын. Біріншіден, бұл ірі бизнесті қолдау. Бұл жұмыспен біздің еншілес компаниямыз Қазақстанның даму банкі жұмыс жасайды. Екінші деңгейдегі банктер ірі жобаларды ұзақ мерзімге қаржыландыра бермейді. Ал Қазақстан даму банкі керісінше әрбір екінші теңгені ұсына отырып, экономиканың шикізаттық емес секторларын ұзақ мерзімді кредиттеу локомотив болып табылады. Яғни Бәйтерек холдингі осы нарықтың жартысын алады. Қазақстан даму банкі қоржынында мыңдаған адамды жұмыс орындарымен қамтамасыз ететін. 50-ден астам инвестициялық жобалар бюджетке миллиардтаған теңге салық төлейді. Өткен жылы Қазақстан даму банкі 342,9 миллиард теңге қарыз сомасына 18 инвестициялық жобаны қаржыландырды. 8 инвестициялық жоба қаржыландыруға мақұлданды. Бұл ретте Қазақстан даму банкі экспортқа бағдарланған кәсіпорындарды да қолдайды. Мәселен, 2020 жылы 15 жобаға экспортқа дейінгі қаржыландыру көрсетілген. Бұл экспорттаушыларға импорттаушыдан төлем түскен дейін өнімді өндіру және жеткізу шығындарын жабуға 143,3 теңге берілді. Второе направление, которое необходимо отметить, это поддержка малого и среднего бизнеса, которая осуществляется через другую нашу дочернюю компанию Фонд развития предпринимательства «Даму». А в прошлом году инструментами поддержки фонда удалось охватить более 33 тысяч проектов на общую сумму 1,7 триллионов тенге. Основные направления – это субсидирование ставки вознаграждения кредитов и гарантии для получения кредитов в банках второго уровня. В результате в 2020 году в общем объеме кредитов субъектам малого и среднего бизнеса доля холдинга за счет деятельности фонда «Даму» составила порядка 41%. Еще одним стратегическим направлением является поддержка экспорта. Большая работа проводится по линии экспортной страховой компании «Казахэкспорт», которая также является дочерней компанией холдинга «Бәйтерек». Через эту компанию в прошлом году мы оказали поддержку около 90 экспортерам на общую сумму 134 миллиарда тенге, осуществили торговое финансирование на сумму 16 миллиардов тенге и предэкспортное финансирование на сумму 13,5 миллиардов тенге. Мы постоянно проводим капитализацию компании, чтобы страховые инструменты были доступны для большего числа и количества наших отечественных экспортеров. Мы также продвигаем наше представительство за рубежом. Жұмыстың келесі блогы ол тұрғын үйдің қаржылық қолжетімділігін қамтамасыз ету. Өткен жылы тұрғын үй құрылысын бірыңғай операторын құру бойынша ауқымды жұмысты аяқтадық. Бәйтерек Development еншілес компанияларын тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорын және қазақстандық ипотекалық компанияны біріктірдік. Бірыңғай оператор жаңа атауға ие болды. Қазақстандық тұрғын үй компаниясы оған барлық үш еншілес ұйымның функциялары өтті. Бірақ бұл тек бірінші кезең. Біздің басты міндетіміз Қазақстандық тұрғын үй компаниясын келешекте барлық қажетті әлеуметтік және коммерциялық инфрақұрылымы бар жеткілікті шағын аудандарды кешенді салумен айналысатын даму институтына айналдыру. Тұрғын үй құрылысы саласында Бәйтерек холдингі 2020 жылы жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарын 281,2 миллиард теңге сатып алды. Бұл әкімдіктерге қолжетімді баспана салуға мүмкіндік береді. Ал қайтарымды қаражатқа біз бұл облигацияларды қайта сатып аламыз. Бұл қаржыландыру көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Өткен жылы дағдарысқа қарсы бағдарламалар аясында ұлттық банк облигацияларды сатып алу үшін қосымша 180 миллиард теңге бөлді.
олар толық көлемде сатып алынды. Тұрғын үй кешендерінің құрылысын аяқтауға кепілдік беруді жалғастырамыз. Бұл клиенттерге үлестік құрылысқа қорықпай қаражат салуға мүмкіндік береді. Өткен жылы 120,6 миллиард теңге кепілдік берілді. Сонымен қатар біз сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасын іске асырамыз. 2020 жылы осы бағыт бойынша 1,5 мың пәтер сатып алуға келісім шартқа қол қойылды. Жалпы соңғы 5 жылда салынған және сатып алынған жалға берілетін тұрғын үйдің жалпы қоры 1,1 миллион шаршы метр құрады. Жалға берілетін пәтерлерге 19 мыңнан астам отбасы тұрады. Даму қорының жеке құрылыс салушыларды қолдау құралы бар. Ол да бірыңғай оператордың құрамағына беріледі. Жобаларды субсидиялау есебінен біздің қор коммерциялық кредиттерінің құнын арзандатады. Өткен жылы бұл мақсаттарға 23 миллиард теңге бағытталды. Биылдан бастап отбасы банк болып өзгертілген Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жұмысына жеке тоқталайын. Алда оны одан да түбегейлі өзгерістер күтіп тұр. Отбасы банкін негізінде халықтың тұрғын үй банкі деп санаймыз. Өйткені ол 1 триллион теңгеден астам сомамен халықтың ұзақ мерзімді теңгелік салымдары бойынша бірінші орында. 2020 жылдың қорытындысы бойынша банк 609 миллиард теңге қарыз берді. Отбасы банк қазақстандардың кез келген санаты үшін бірегей мемлекеттік және меншікті бағдарламаларды іске асырады. 4 және одан да көп баласы бар көп балалы отбасылар, немесе мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, балалары бар толық емес отбасылар үшін біз бақытты отбасы бағдарламасын іске асырудамыз. 20 жылға дейін мерзімге жылдық 2%-дан қарыз беру үшін бастапқы жарнаның 10% жеткілікті. Мұндай ипотеканың ай сайынғы төлемдері отбасына нарықтағы пәтерді жалға алуға қарағанда арзанырақ. Өткен жылы бюджеттен 49 миллиард теңге бөлінді. Бұл 5 мың отбасына тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік берді. Биыл біз 100 миллиард теңгеге 10 мың өтінімді мақұлдауды жоспарлап отырмыз. Әкімдіктерге кезекте тұрған тұрғын үйге мұқтаж қазақстандықтар үшін мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша шаңырақ бағдарламасы әзірленді. Ол бойынша егер 10% мөлшерінде бастапқы жарна болса, жылдық мерзімі 20 жылға дейін 5%-бен ипотекалық қарыз алуға болады. Бүгінгі таңда бұл бағдарлама бойынша 8 мыңға жуық отбасы кредит алды. Отбасы банкінің жеке әскери баспана өнімі бар. Ол бойынша тұрғын үй қарыздары 2018 жылдан бастап беріледі. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 51,8 миллиард теңгеге 2,4 мың қарыз берілді. Сонымен қатар банк басқа да бағдарламаларды жас отбасы, бұл жастар үшін және умай әйелдер ипотекасын іске асырады. Еще одно стратегическое направление, на которое следует обратить внимание, это развитие венчурного финансирования и поддержка казахстанских стартапов. Над этим мы работаем очень усиленно последние 2 года. В результате мы добились плодотворного сотрудничества с крупнейшими американскими и сингапурскими венчурными фондами, это 500 Startups и Guest Ventures, и создали с ними совместные фонды. С фондом Guest Ventures запущен международный акселератор Казахстан Digital Accelerator, который помогает нашей молодежи продвигать свои действующие проекты за рубежом. В прошлом году были объявлены 10 финалистов первого потока. На днях еще 10 финалистов, вот на прошлой неделе буквально, еще 10 финалистов второго потока. Каждый из них получил гранты по $50 тысяч на развитие своего проекта. И все они обучаются у международных менторов,
получают экспертную оценку и представляют свои проекты ведущим международным инвесторам для привлечения дополнительных инвестиций. Кроме того, в прошлом году фонд 500 Startups профинансировал первый стартап казахстанца на сумму $150 тысяч США. Проект нашего соотечественника помогает подросткам повысить финансовую грамотность. Финансирование стало возможным в рамках соглашения фонда 500 Startups с нашей дочерней организацией Castec Ventures. Это итоги нашей работы в прошлом году. Хочу коротко остановиться на работе, которую мы проделали в конце прошлого года и завершили в текущем году. Как вы знаете, в сентябре текущего года в ходе послания главой государства было озвучено поручение по объединению холдинга Байтерек с холдингом Казагро. Данную работу мы завершили в марте текущего года. Чуть более полугода нам понадобилось, чтобы реализовать данное поручение главы государства. С марта этого года в состав холдинга Байтерек вошли 3 дочерние компании от Казагро. Это Аграрная кредитная корпорация, Казагрофинанс и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Сегодня они продолжают работу в нашем холдинге, каждый со своими функциями. А с присоединением Казагро начинается новый этап стратегического развития холдинга, как Объединенного института развития по поддержке предпринимательства, обеспечению населения жильем и развитию агропромышленного комплекса. 27 мая текущего года мы изменили свою стратегию, которую дополнили всем спектром инструментов, касающихся фонда Казагро и агронаправления. Новые направления, как я уже сказал, отражены в нашей актуализированной стратегии, которая одобрена Советом директоров в мае текущего года. Поэтому перед нами сейчас стоят следующие задачи. Во-первых, мы должны профинансировать проекты крупного бизнеса на сумму 461 миллиард тенге, запустить 11 проектов стоимостью более 1 триллиона тенге в текущем году. По то, что касается малого и среднего бизнеса, наша цель, если в прошлом году это было 33 тысячи проектов, то в этом году мы ставим себе задачу 37 тысяч проектов малого и среднего бизнеса должны получить поддержку фонда ДОМУ. Это и через инструменты субсидирования, и через инструменты гарантирования. По линии экспорта необходимо оказать поддержку нашим экспортерам на сумму более 200 миллиардов тенге. В этом году планируется предоставить жилищные займы на сумму 613 миллиардов тенге, приобрести облигации местных исполнительных органов на строительство жилья на сумму почти 110 миллиардов тенге, а также субсидировать кредиты заемщиков на сумму порядка 20 миллиардов тенге. Помимо того, как я уже сказал, мы работаем по новому направлению. Безусловно, продолжится финансирование агропромышленного комплекса через механизмы Аграрной кредитной корпорации, компании Казагрофинанс и Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. То есть объемы поддержки мы не снижаем, наоборот, холдинг Байтерек продолжит свои усилия, направлять свои усилия на развитие обрабатывающей промышленности, повышение производительности труда, создание новых рабочих мест и в целом на развитие национальной экономики. И мы очень сильно гордимся тем, что мы реализуем важные проекты для страны и являемся основным финансовым оператором правительства по реализации всех указанных инициатив. И уверены, что все это принесет значительную пользу народу Казахстана. Назарларыңызға рахмет. Енді сұрақ беру рәсіміне көшсек, біздің электрондық поштамызға және әлеуметтік желілерге алдын ала келіп түскен сұрақтарын бастайық. Да, уважаемые участники видеоконференции, к нам поступило много вопросов. Первые анонсы мы сделали еще 18 июня по данной видеоконференции. Вопросы накопились. Кроме того, сейчас еще поступают вопросы. Здесь также присутствует наш пресс-секретарь холдинга Перизат Ертаевна. Перизат Ертаевна, я попрошу вас вот эти вот вопросы озвучить, я на них тогда буду отвечать. Но, конечно, с учетом того времени, которое есть, на все вопросы я ответить не смогу, но уверяю, что в течение очень короткого времени на те вопросы, которые я не смогу ответить, тем заявителям мы ответим в письменном виде. Да, пожалуйста, Перизат Ертаевна. Спасибо. Здравствуйте. Первый вопрос задает бизнесмен из ВКО Дмитрий Константинов. Недавно я подал заявку в фонд ДОМУ на субсидирование, но оказалось, сейчас ДОМУ не принимает заявки, потому что нет финансирования. Скажите, пожалуйста, когда ожидается финансирование по программе «Дорожная карта бизнеса»?
Все, да, это? Да, всё. Мгм. Ну да, данная программа, она является очень востребованной. У нас действительно вот следует отметить, что если 3-4 года назад сумма субсидирования составляла порядка 30-40 миллиардов тенге, то в этом году только в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено почти 95 миллиардов тенге. И то этих денег на этот год не хватает. У нас есть ряд регионов, где уже в первом полугодии, да, март, вернее не март, май, июль месяц данные средства были исчерпаны, но мы с каждым исполнительным органом мы работаем, с каждым акиматом мы работаем и стараемся выделять дополнительные средства. Кроме того, вот весной этого года были уточнения в бюджет, дополнительно 24 миллиарда тенге на эти цели нам дали, но опять-таки эти цели, все равно есть дефицит порядка 18 миллиардов тенге по всей стране. Вот то, что касается ВКО, я вот точно статистику не могу сказать, но порядка 1,5 миллиардов тенге было выделено на субсидирование по дорожной карте бизнеса 2025. Но есть еще одна программа, это экономика простых вещей, там тоже есть похожие инструменты, там тоже порядка миллиарда тенге еще осталось, но эти деньги, я думаю, до осени нам хватит. То есть если по ДКБ 2025 вы не прошли, то можно поучаствовать в программе экономика простых вещей. А кроме того, мы с местным органом, вот конкретно с ВКО работаем, тоже просим дополнительное выделение из местного бюджета. И кроме того, при возможных уточнениях республиканского бюджета осенью этого года мы постараемся еще дополнительные средства на эту программу выделить. То есть вот Константину я непосредственно рекомендую держать постоянную связь с филиалом фонда ДОМУ на местах, который является оператором вот как экономики простых вещей, так и дорожной карты бизнеса 2025, и вам оперативно уведомят по наличию данных средств. Да, спасибо. Следующий вопрос поступил от журналиста газеты «Казахстанская правда» Асель Мукановой. Учитывая высокую значимость труда медиков во время пандемии, выросло ли число медработников, которые смогли улучшить свои жилищные условия по программе Нурлы-Жер, оператором которой является холдинг Байтерек? Были ли созданы для них какие-то льготные условия получения жилья? По труду медработников, действительно у нас по медработникам, по учителям есть отдельная программа. Мы в 2019 году еще начали, это по линии нашей дочерней компании. Казахстанская ипотечная компания на этим занималась. Сейчас это объединенная компания, казахстанская жилищная компания, но мы эту работу продолжаем. Действительно, вот в 2019 году мы ее запустили, порядка 400 медработников получили жилье по этой программе. Условия очень льготные, во-первых, никакого первоначального взноса, она дается на 20 лет, и кроме того, по истечении определенного периода, вот я сейчас точно не помню, по-моему, 5 лет, по истечении 5 лет, эту квартиру можно будет выкупать, квартира с правом выкупа. Эта программа чрезвычайно актуальна, вот буквально на День независимости, 16 декабря, мы вот с Акимом области сдали один 150-квартирный дом в Астане. Кроме того, такую же работу проводим и с местными исполнительными органами. Ну, в рамках соглашения между Казахстанской жилищной компанией, вот, только вот у меня по Астане вот есть цифры, порядка 1000 квартир в этом году будет выделено, и мы раздадим не только врачам, но и учителям. Эта программа отдельно для них есть. Здесь следует отметить, что мы проводим анализ финансового состояния заемщиков, а все списки, кто будет проживать, это идут на центральном уровне, это составляет Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения. На местных уровнях это, конечно же, местные исполнительные органы в лице их управлений по делам строительства и ЖКХ. Спасибо. Автор обращения Ержан из Карагандинской области хочет получить грант на открытие бизнеса и спрашивает, как это сделать. Ну, Ержан, гранты мы в целом не выдаем, мы все-таки являемся финансовым холдингом, мы оперируем деньгами государства, которые нам дают, это из республиканского бюджета и деньги, которые мы получаем в капитал. Эти деньги все возвратные, поэтому безвозвратные гранты мы не выдаем. Но есть ряд инструментов, если вы внимательно почитаете вот программу «Дорожная карта бизнеса 2025», есть программа ЕНБЕК, там предусмотрено выделение грантов. Но есть условия для получения этих грантов, то есть
всем, налево-направо они однозначно не выдаются. Есть при акиматах конкурсные комиссии специальные. Каждый проект рассматривают со всех сторон в зависимости от потребностей региона. Это инновационность проекта, сколько рабочих мест и тому подобное. И, насколько мне известно, по дорожной карте бизнеса гранты составляют сумму до 5 миллионов тенге. И в этом случае вам необходимо действительно обратиться в местный исполнительный орган. А кроме того, как вы знаете, наша национальная палата Атамикен, она в рамках программ Бастау бизнес, в рамках дорожной карты бизнеса, в рамках программы Янбек организует соответствующие тренинги для предпринимателей, для начинающих предпринимателей и для действующих предпринимателей. Это как составлять бизнес-планы, как иметь дело с налогами, разные другие вещи, тренинги. После того, как вы проходите эти тренинги, вам выдают сертификат, и только при наличии данного сертификата от НПП Атамикен вы можете претендовать на получение указанных грантов. Келесі сұрақ Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Фархат Қайратұлынан келіп түсті. Казагро компаниясының Бәйтерек холдингіне қосылғанын білеміз. Агро субъектілерін одан әрі қолдау қалай жүргізілетін болады? Осы бағытта ешқандай өзгерістер болмайды. Биылғы жылы наурыз айында Казагро холдингі Бәйтерек холдингіне қосылды. Нәтижесінде бізге Казагро холдингінің 3 еншілес компания енді. Олардың ішінде Аграрлық несие корпорациясы, Казагро қаржы және ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры. Бүгінгі күнде олар штаттық режимде жұмыс істеуде, ешқандай өзгерістер жоқ. Олар фермерлерге қолдау көрсетуді жалғастыруда. Олар жобаларды кредиттейді және ауыл шаруашылық техникамен лизингке беру айналысады, субсидия береді, кепілдік береді. Барлық осы жұмыстар жүргізуде, ешқандай өзгерістер жоқ. Және Бәйтерек холдингте 2 тиісті департамент бар. Олар осы Казагро, бұрынғы Казагро мәселелермен айналысады. Сонымен осылайша жылдар бойы Казагроның жинақтаған білім мен тәжірибені Бәйтерек холдингіне пайдаланатын болады. Ешқандай өзгерістер болмайды. Алия из Тараза обращается с просьбой. Добрый день, я пишу диссертацию, и мне очень нужна информация, сколько средств из пенсионных выплат уже использовали казахстанцы. Желательно общая цифра по жилищке и лечению. Заранее спасибо. Алия, здесь тоже никакого секрета нету. В принципе, эта информация она доступна. Вы ее можете найти везде на интернет-порталах. Я сейчас тоже смотрю, есть на сайте Отбасы-банка соответствующая информация. Вы можете зайти на otbасы.kz. Там есть разделы, насколько я помню, самое важное. Потом есть раздел «Пенсионные накопления», отдельно статистика по использованию ЕПВ. И как мне сейчас показывают, есть последние данные, они постоянно обновляются. Последние данные у нас на 24 июня текущего года 195 309 участников на сумму 1 триллион 170 миллиардов тенге. И там конкретно по каждому направлению тоже расписано 8 направлений, и в том числе на лечение порядка 10 тысяч человек, 9546 человек участвовало на сумму 10 миллиардов тенге. То есть всю эту информацию вы можете найти на сайте Отбасы-банка. Мы ее обновляем каждые 2 дня. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Тут есть 8 направлений. Это именно погашение задолженности перед Отбасы-банком, отдельный раздел. Есть отдельный раздел погашения задолженности по ипотеке перед банками 2-го уровня. Отдельный раздел на лечение. Все очень подробно, четко написано. Поэтому никаких ограничений нет. Пожалуйста, посмотрите все на сайте, все есть. Келесі өтініштің авторы М. Азимбаев ағамыз, Жангелдин ауданының тұрғыны. Қайырлы күн.
менің мал шаруашылығымен айналысқым келеді, бірақ неден бастайтынымды білмеймін. Қостанай облысының ауылдық жерінде тұрамын. Жеңілдікті шарттармен кредит алуға бола ма? Я әрине жеңілдікті шарттармен кредит алуға болады. Бұл бағытта тиісті мемлекеттік бағдарламасы бар, ол еңбек бағдарламасы. Осы бағдарламаның операторы еңбек министрлігі. Бұл мәселемен біздің еншілес компаниямыз ауыл шаруашылығы қаржылай қолдайтын қоры айналысады. Сонымен олардың әр облыста филиалдары бар, осы филиалдармен жұмыс істеуге болады. Бағдарлама бойынша ісін жаңа бастаған кәсіпкерге және ауылдық жерлердегі шағын бизнеске микрокредит беріледі. Шарттары да белгілі. Мерзімі 6,5 жыл. Кредиттің сомасы жеке тұлғаларға максимум 4 миллион теңге беріледі. Несиенің ставкасы 6%-дан аспайды. Сонымен жергілікті органдарда осы ФППСХ-ның филиалдарымен барлық толықтай ақпарат алуға болады. Рахмет. Вопрос от журналиста портала Тенгриньюз Юлии Золкиной. Вы отмечаете, что в будущем Отбасыбанк ждут кардинальные изменения. Каких сфер они коснутся? Связано ли это с ростом цен на недвижимость? Чего, в принципе, ждать держателям депозитов? Ну, в целом мы таких кардинальных изменений здесь не ожидаем. Этот вопрос он был актуален, наверное, год-два назад, когда речь шла о приватизации Отбасыбанка частично. Тогда вот таких вопросов много задавали, но была государственная комиссия, правительство также нас поддержало исключить Жилстройсбербанк ввиду его социальной направленности из списка приватизируемых объектов, поэтому он также останется в руках государства. Его акционером является холдинг «Байтерек». Мы отвечаем по всем обязательствам Отбасыбанка. В свою очередь правительство является акционером холдинга «Байтерек», поэтому в данном случае, я думаю, никому насчет судьбы Жилстройсбербанка переживать не стоит. Конечно, есть большие изменения по Жилстройсбербанку. Сейчас готовится большой пакет изменений в законодательство, но это во многом связано с тем, что Отбасыбанк он будет, помимо вот той финансовой составляющей, которая у него сейчас есть, он также будет вести очередь по постановке и распределению жилья. С каждым местным акиматом, областным акиматом мы работаем. По каждой области у нас будут определенные списки. Это все будет фиксироваться в единой базе ЖСБК на голове и также в филиале по каждой области. Конечно, у нас на сегодняшний день, я думаю, в середине года мы достигнем цифры 2 миллиона вкладчиков в Жилстройсбербанке. Конечно, это огромная сумма, поэтому огромная цифра и объемы вкладов большие. Как я уже сказал, порядка 600 миллиардов тенге мы финансируем по разным программам государственным, своим программам Жилстройсбербанка, на льготное жилье и другие программы. Поэтому я совершенно четко могу заверить, что вкладчики Жилстройсбербанка могут быть вполне спокойны за свои сбережения, никаких проблем с этим не будет. Вот та работа по законодательству, которая ведется, мы ее ведем совместно с Министерством индустрии и их комитет по делам строительства и ЖКХ. Поэтому все вот эти изменения они будут доступны, их можно будет видеть, поэтому совершенно четко могу сказать, что все это прозрачно, все вот эти изменения законодательства. И могу заверить всех вкладчиков ЖСБК, чтобы еще раз не переживали, их средства, деньги будут в полной и надежной сохранности. Спасибо. Автор обращения Альбеков, бизнесмен из Нур-Султана, пишет: «Я не могу понять, почему нет прямого финансирования от фонда Дому. Было бы намного удобнее работать с Дому напрямую без банков». Ну, действительно, такой вопрос нам очень часто задают. Такая схема, она была у нас больше 5 лет назад, да, когда, даже еще дольше, когда Дому наряду с банками второго уровня тоже осуществлял прямое финансирование. Но, вы знаете, у нас в стране все-таки есть
законодательство по защите конкуренции, есть отдельное агентство по защите конкуренции, есть такое правило, так называемое Yellow Pages, это желтые страницы. Суть этого правила в том, что квазигосударственные компании не должны конкурировать с компаниями частного сектора. Если есть бизнес, присутствует в какой-то отрасли, то государственные компании туда заходить со своими ресурсами не должны. Поэтому нашей задачей ни в коем случае не должно быть конкурирования с банками второго уровня. Банки второго уровня должны выдавать кредиты. Мы, как Бэкхолдинг Байтерек, наша компания Фонд Дому, мы являемся институтами развития. Мы осуществляем поддержку. Если какие-то кредиты в банках второго уровня высокие, ставки там, до 15%, то наша задача субсидировать эти ставки, доводить их до приемлемого уровня, до 6-8%. Во-вторых, задача Фонда Дому – это выдавать гарантии. Многие проекты МСБ, микробизнеса, конечно, приходят в банки требуют залоги. Задача Фонда Дому – эти залоги предоставлять. У нас по различным программам, там ДКБ 2025, программа ЕНБЕК, другие программы, мы можем гарантировать за заемщика МСБ, микробизнеса перед банком второго уровня гарантия до 80%. Но это, конечно же, не означает, что мы такие гарантии и субсидии раздаем налево-направо. Нет. Мы также со всех сторон смотрим проект, сколько рабочих мест, действительно, будущая выручка, и на основании этого принимаем решение. Вот. Ну, то есть мы будем ограничены лишь вопросами субсидирования и гарантий. И конкурировать с банками второго уровня по данному вопросу у нас таких намерений нет. Спасибо. Автор обращения Сания, руководитель ТО из Кустаная, пишет: я хочу расширить свой бизнес. Можно ли принять участие в нескольких государственных программах, например, ДКБ и ИНБЕК? Ну, Сания, здесь нужно посмотреть вот от вашего бизнеса. Есть вот действительно разные программы, и ДКБ 2025, программа ЕНБЕК, есть экономика простых вещей. Все эти программы доступны. В зависимости от того, какой бизнес вы хотите открывать, вы можете посмотреть, пройти необходимые консультации в филиалах НПП «Атамикен» на местах. Кроме того, если это будет касаться какой-то финансовой поддержки, вы можете в филиалах Фонда Дому, потом в дочерних компаниях бывшего Казагра тоже филиал есть, эту информацию взять. Но так, чтобы получать льготы по разным программам, такого нету. Вы либо получаете льготы по программе ДКБ, либо по программе ИНБЕК, но по двум программам сразу, если я правильно понял ваш вопрос, получать поддержку и субсидии сразу невозможно. То есть вам нужно будет четко выбрать, какая программа вам нужна. Если у вас есть какие-то сомнения по открытию бизнеса, вот как я уже сказал, вот филиалы НПП «Атамикен» помогут вам составить и бизнес-планы, проконсультируют, что надо. Если этой информации будет недостаточно, то мы также через филиалы Фонда Дому можем необходимые справки вам дать, проконсультировать по этому вопросу. Спасибо. Автор обращения Алия из Басарова, жительница Акмолинской области, спрашивает, есть ли льготы матерям-одиночкам и где можно посмотреть квартиры. Ну, конечно, такие льготы есть. Вся государственная программа «Нурлы-Жер», она во многом на это и нацелена. Есть такая так называемая лестница доступности жилья, то есть есть градация по уровню доходов населения. Как я уже вот сказал, есть минимальный прожиточный минимум, это составляет 34, чуть больше 34 тысяч тенге, 34,5, да, сколько я помню. И все зависит от этого дохода. То есть, если ваш доход, например, низкий, и вы на уровне прожиточного минимума, то вы можете претендовать на аренду жилья без выкупа. Местные исполнительные органы обязаны будут вам предоставить жилье в аренду, но, конечно же, без права выкупа. Если ваш доход, скажем, превышает около 3 прожиточных минимумов на одного члена семьи, то вы можете претендовать на программу «Бахытты отбасы». Здесь уже в программе «Нурлы-Жер» все это подробно прописано, есть на сайте Отбасы банка, очень детально все это прописано. Здесь предполагается, что кредит предоставляется на срок до 25 лет под 2% годовых. Очень льготная ставка.
При семье, у которых доход где-то от 3,5 до и выше прожиточного минимума, они могут претендовать на спецпрограмму Шанырак. Это уже действительно для людей с более высоким доходом. Тут примерно те же самые условия, что и по программе Бахыты Отбасы, но ставка, она не 2%, а уже 5%. Ну, тоже при базовой ставке Нацбанка в 9% это очень, можно сказать, льготная ставка. То есть инструментов много, они разные инструменты, поэтому вот все зависит от того, от уровня вашего дохода. Вы можете обратиться в областной филиал Отбасы банка, и вас там проконсультируют по этому вопросу. Спасибо. Азамат Исаев, житель города Нур-Султан, пишет: здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда поступят деньги на льготное автокредитование? Ну, по льготному автокредитованию, как вы знаете, мы эту программу начали 2 года назад, в 2019 году. Здесь большая поддержка Национального банка. Национальный банк эту программу фондировал. В 2019 году мы получили первые 20 миллиардов тенге. Мы ее распределяем через банки второго уровня. Там, по-моему, порядка 7 банков работают. В этом году, в прошлом году, в 2020 году тоже 20 миллиардов, 40 миллиардов тенге получили. Но Национальный банк принял решение эту программу свернуть. В последующем, в этом году и в следующие годы эти деньги не будут выделяться. Но те 40 миллиардов тенге, которые у нас есть, по мере возврата, мы это называем револьверное финансирование, по мере возврата они опять-таки будут направляться на автокредитование, по мере возврата. То есть, ну, действительно, программа, она очень актуальная, она во многом направлена на поддержку отечественных автопроизводителей, это СРРК Автопром, и вот наш завод в Усть-Каменогорске на эти машины. И спрос очень большой, и действительно сумма небольшая, и на весь год ее не хватает. И спрос очень большой, даже в очереди есть. Поэтому по мере возврата только мы эти деньги будем обратно направлять на автокредитование. Но большего финансирования со стороны Нацбанка в следующем году и в этом году уже не будет. Только те полученные деньги на револьверной основе по мере возврата будем направлять на новое кредитование. Спасибо. Келесі сұрақ Ақмола облысындағы шаруа қожалығының басшысы Қазанғапов Мусадан. Шаруа қожалығының басшысы ретінде көктемгі егіс жұмыстарына көбірек қаражат бөлінеді ме екенін білгім келеді. Осы бағытқа республикалық бюджеттен тиісті қаражат бөлінеді. Көктемгі егіс және егіс жинау жұмыстарына кредит беруге қаражат республикалық бюджеттен біздің еншілес компания аграрлық несие корпорациясы бөлінеді. Осы біздің еншілес компания бұл мәселемен айналысады. 2020 жылы бұл бағытқа 60 миллиард тенге бөлінген, осы жылы 70 миллиард тенге бөлінген. Қазіргі кезде 3 айдың ішінде, наурыз-мамыр айында біз бұл қаражатты толықтай игерілдік. Енді келесі жылға қандай қаражат бөлінеді, біз күзде республикалық бюджет жоспарлағанда, бірақ меніңше ол осы 70 миллиард теңгеден төменірек болмайды. Сергей Иванович, житель города Кустанай, пишет: у меня вопрос, почему компания Казахэкспорт помогает только крупному бизнесу, у которого и так есть все возможности для выхода на внешние рынки? Можно ли субъектам малого бизнеса получить поддержку Казахэкспорт? Ну, информация не совсем верная. Казахэкспорт, он работает не только с крупным бизнесом, но и с малым и средним бизнесом. Конечно, с крупным бизнесом работать проще, поскольку сумма контрактов она очень большая и поставки стабильные. Но мне сейчас вот подсказывают статистику, у нас в прошлом году почти 115 предприятий мы поддержали, но из них 60% это проекты малого и среднего бизнеса. И на сумму почти 140 миллиардов тенге. Это разные регионы, разные отрасли Казахстана. Но тут большая проблема в том, что зарубежные партнеры, они требуют постоянных и стабильных поставок. Вот постоянные стабильные поставки у нас могут во многом обеспечить субъекты крупного предпринимательства.
У нас вот большие проекты были в Таджикистан, это и арматуру поставляли, кроме того, с автопрома машины поставляли, автобусы. Кроме того, большая часть это кондитерские, вот наши фабрики Рахат, Баян Сулу поставляли в Россию, в Таджикистан, мы всем этим занимаемся. Это вот многие проекты МСБ. Поэтому, если ваша компания, Сергей Иванович, готова работать с Казахстаном, пожалуйста, у нас никаких ограничений нету. Мы только вот по итогам 5 месяцев уже почти на 60 миллиардов тенге поддержку оказали. У нас амбициозные цели, мы по итогам этого года должны превысить вот рекорд прошлого года, поэтому никаких ограничений нет. Пожалуйста, обращайтесь, будем работать. Не только крупный бизнес еще, и средний бизнес, и малый бизнес, мы со всеми готовы работать. Келесі сұрақ Алматы облысының тұрғыны Күнсұлу Айбазаровадан келіп түсті. Сәлеметсіз бе? Мені мұғалімдерге арналған жалға берілетін тұрғын үй алу тізіміне қосуыңызды өтінемін. Құрметті Күнсұлу, біз Бәйтерек холдингі осындай тізімді құрмайды. Бұл бағытпен біздің еншілес компаниямыз қазақстандық тұрғын үй компания айналысады, бірақ олар да осындай тізімді құрмайды. Республикалық деңгейде денсаулық сақтау министрлігі және білім беру министрлігімен жұмыс істеуге болады. Біздің компания төлем қабілеттілігін бағалайды және жалдау шарттарын жасайды. Егер сіз Алматы облысында тұрасыз, жергілікті акиматпен және оның тиісті басқармамен, ол денсаулық сақтау немесе білім беру басқармамен жұмыс істеңіз, олар сізге осындай жауап береді. Бірақ біз жалпы осы тізімді құрмаймыз. Ол барлық жергілікті органдардың құзыретіне кіреді. Рахмет. Следующий автор обращения Алмагуль из города Талгар. Добрый день, помогите, пожалуйста, подобрать ипотеку для покупки жилья. Я работаю, имею достаточный доход, платежеспособна. Алмагуль, добрый день. В целом таких проектов очень много. Есть у каждого банка второго уровня такие программы. Вот у нас банка есть компания сосредоточения Баспана, там 7-20-25 программ, я думаю, у вас на слуху, 7% годовых, это тоже очень-очень льготная программа. Есть определенные ограничения, то есть надо посмотреть, но если вы хотите участвовать, можно участвовать через Жилстройсбербанк, но система жилищно-кредитных сбережений она несколько иная, чем система ипотеки, то есть вам в течение определенного количества лет необходимо копить, это до 3 лет, накапливать соответствующие баллы, есть определенная формула. В течение 3 лет вы можете копить каждый месяц, и по истечении этого срока, по накоплению определенной суммы, это от 30 до 50% от суммы квартиры, вам выдадут льготный заем, это ставка там, до 5% годовых. Если 3 года копить не можете, то, конечно, есть у каждого банка второго уровня определенные программы. Тем более, если вы, как вы говорите, вы платежеспособны, имеете достаточный доход, то, я думаю, вообще никаких проблем в этом направлении нет. Спасибо. Айдар Адазович, вопросы, поступившие на электронную почту, уже исчерпаны. Теперь разрешите мне перейти к вопросам, к комментариям, которые оставили наши подписчики в соцсетях. Асет Шамшатов в Инстаграм обратился с таким вопросом. Добрый день, Айдар Арифханов. Почему до сих пор не решен вопрос частичного досрочного погашения ипотечных займов, имеющих созаемщиков посредством мобильного приложения? Почему нельзя исключить созаемщиков дистанционно? Почему банк отстает от конкурентов в плане внедрения новых идей? Почему обычные действия, такие как исключение созаемщиков, требуют обращения в виде заявления на имя председателя банка? Вы знаете, данный вопрос я потом переадресую нашему Жилстройсбербанку, вам дадут более детальный ответ, но в целом хочу сказать, что мы на IT в Жилстройсбербанке
большое внимание уделяем, работаем, и, конечно, много жалоб поступало раньше, но сейчас их все меньше и меньше, но данную работу, вот процедуру, чтобы все это делать в дистанционном режиме, мы будем налаживать, и могу пообещать, что до конца этого года данная система, она в онлайн-режиме будет запущена. Более подробный, детальный ответ Жилстройсбербанк вам направит. Инстаграм парақшасында Күлшат апамыздан түскен өтініш мынадай. Сәлеметсіз бе? Сізден сұрайын дегенім, мен Батырбаева Күлшат Тоқтарбековна, көп балалы анамын. ЗАГСте жоқ болған соң неполная семьямын. Очередте тұрмын 2 жыл. Бақытты отбасына қатысып, ылғида резервный болып қалам. 3 балам оқиды. 24-4 шаршы метрда тұрамыз. Балалар өсіп қалды, өте тар. Әкімге де жаздым, жауап жоқ, тосыңыз дейді. Бір көмек көрсетсеңіз, осы жолғыдан алуға үмітім сізде. Құрметті Күлшат Тоқтарбайқызы, сіздің сұрағыңызды біз жан-жақты қараймыз. Сіз қай облысында тұрасыз, сол облыстың отбасы банктың филиалының бастығы сізбен хабарласады, сонымен сізге жауап береді. Пользователь Instagram оставил свой вопрос вот такой. Если сможете, ответьте, пожалуйста, честно, нужны ли такие структуры, как ваш холдинг для нашей страны? А лучше, если бы была возможность изменить что-то в стране, стали бы вы создавать такие структуры, как ваша? Ну, знаете, на этот вопрос очень долго можно объяснять. Это мы здесь, как вы знаете, много блогеров на эту тему пишут очень часто на протяжении многих лет. Это касается не только холдинга Байтерек, но и других, всех квазигосударственных компаний. В целом, вы знаете, этот инструмент, он не новый, он во многих странах есть. Это и в Турции, и в Корее, и в Великобритании, и в Германии, везде квазигосударственные компании такие есть. И главное это то, чтобы у этих компаний был профессиональная управляющая компания. В плане нагрузки я не скажу, что это очень много. Нас вот в холдинг Байтерек это всего лишь, вот с учетом объединения с Казагро, значительное сокращение мы провели. У нас до этого было на 2 холдинга почти 200 человек, мы сократились до 120 человек. Но также мы осуществляем вот именно профессиональное управление, единые стандарты корпоративного управления, единые стандарты там по всем направлениям, это и управление денежными средствами, что там еще, управление кредитным портфелем. Профессиональное управление, оно необходимо. Поэтому, вы знаете, такие холдинги, как Байтерек и Казагро, моя глубокая убежденность, они все-таки нужны. На эту тему очень много можно говорить, конечно, дискутировать. Я вот работал в разных компаниях и был и вице-министром финансов, и труда. Разные квазигоскомпании были и под этими министерствами. Но, конечно, когда управляет госорган компанией и когда управляет профессиональная управляющая компания, это вот абсолютно разные вещи. На этот вопрос я вам очень быстро не отвечу. Это надо много-много, может, как-то с вами отдельно, может, встретиться, поговорить, мы все это покажем, расскажем, почему это делается, какие результаты были до этого, какие результаты появились после этого. Очень много на это можно сказать, поэтому отдельно могу даже вам в письменном виде все это предоставить. Спасибо. Айдар Разакович, переходим на вопросы, поступающие сейчас в режиме онлайн. Наш пользователь в Instagram спрашивает, каково долгосрочное видение холдинга Байтерек? Ну, знаете, наша главная стратегическая задача это все-таки сельхознаправление сейчас. Да? Мы нашу стратегию, как я уже сказал, в мае месяце изменили. Это сельхознаправление действительно очень сложное, как вы понимаете. Вот много писалось и про Казагро, и по управлению, там, и в соцсетях, начиная там, с 2015-2016 года. Конечно, скажу, вот нам в холдинге Байтерек было несколько комфортно, мы работали во многом в городах, в областных центрах, да, и на селе у нас все-таки с Казагро были такие соглашения, может сказать, джентльменские, да, они работали в том направлении, мы работали больше в городах, сейчас нам приходится работать уже больше и в селах. Это многие проблемы там есть, как вы знаете, это, во-первых, недостаточность ресурсов, недостаточность денег. Банки второго уровня неохотно идут в село.
Поэтому наша главная задача это именно оказывать больше поддержки в сельском направлении. Все инструменты, которые есть у Байтерека, это в лице 3 дочерних компаний Казагро, в лице наших других дочерних компаний Дому, Банк развития Казахекс, вот мы будем направлять именно на развитие сельского хозяйства. Наша сейчас главная задача, стратегическое направление, которое стоит передо мной конкретно, те задачи, которые ставит перед нами президент, правительство, это финансировать больше проектов, которые направлены на импортозамещение. У нас именно по сельхозпроектам, вы знаете, последний рост цен все время, да, мы очень сильно импортозависимыми. Это касается и мяса птицы, и многих фруктов, да, теплицы, там, не знаю, яблоки даже. Мы страна яблок, мы яблоки импортируем из-за границы. Поэтому наша главная задача именно снизить импорт из-за границы и больше развивать сельское направление. Есть большие проекты у нас по мясу птицы. Макинская птицефабрика 60 тысяч тонн. Готовится 3-я очередь по ее расширению. Потом есть ряд таких же проектов в регионах. И действительно, если нам удастся все эти проекты реализовать, то мы импорт по многим этим направлениям практически сведем до нуля. Это моя главная задача. Келесі сұрақ Фейсбукқа Дархан Бекниязов деген азаматтан түсіп отыр. Сәлеметсіз бе? Мен фондтан несие алған ауыл тұрғынымын. Қазіргі таңда ауыл тұрғындарын ісін жаңа бастаған ауыл кәсіпкерлерін басым бағытын қолдап отырған жалғыз мекеме ол ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры деп білеміз. Егер фондты жабатын болса, ауыл кәсіпкерлерін кім қолдайды? Сұрағыңызға рахмет. Ешқандай өзгерістер болмайды. Осы ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры ол агронесие корпорацияға кіреді. Олар тікелей қаржыландыру жасайды. Сонымен осы бағыты кепілдік беру ол даму қорына кіреді. Бірақ жалпы сізге ешқандай өзгерістер болмайды. Осы бағыттарды біз штаттық режимде жалғастырамыз. Айдар Абдазарович, на этом вопросов больше нет. В принципе, на все отвечено. Хорошо, уважаемые участники видеоконференции, благодарю вас за такие интересные актуальные вопросы. Конечно, если будет к нам на блог очень много обращений приходит, но мы в течение очень короткого времени, сколько у нас, 2-3 дня, да? Да. Мы в течение 2-3 дней, у нас есть конкретный KPI, мы в течение 2-3 дней на все вопросы мы отвечаем, каждому заявителю. Поэтому, если вы не успели задать какие-то вопросы здесь, то, конечно, можете обращаться на блог председателя. Мы есть и в Твиттере, и на Фейсбуке, в других соцсетях. Можете писать конкретно на email адреса, и на все вопросы, которые у вас есть, мы подробно, детально ответим. Благодарю вас за внимание.